Добрый вечер усім. Дякую, что, не глядячи на мороз, мы сегодня собрались у гэту уже амаль что ночь. И собрались для того, как представить новый проект, первый проект. Первый проект. И это все зробила, все склала Милена Добрынская. Коли ласка, Милена. Да, спасибо. Спасибо. Очень рада вас всех здесь видеть. Спасибо большое, что пришли. Я думаю, вы знакомы с описанием нашей выставки, читали, что у нас здесь вообще происходит. Суть в том, что пространство и картины, фотопроекты, творения художников сливаются вместе с пространством. У нас в выставке участвовало 15 человек. Там представлены картины, фотопроекты, перформанс, инсталляции и будет живое звучание ханга. Спасибо большое. Что, можно заходить, да? Они сказали, по 5 человек ставить. Спасибо. Ну да, что там наружу. Давайте как-нибудь. Раз, два, три. На вон в коробочку. Все-таки мы работали над конкретной идеей. А это все было сделано в ближайшем, недавно, или уже некоторые работы были сделаны давно? Здесь самая, наверное, старая работа, это в этом августе сделано. То есть все это уже примерно готово? То есть это лето, а это все летние работы. Все активно под одну тематику. Ну, единственный общий пунктик — это слияние с самой природой. То есть там уже вот, если мы рассмотрим ту стенку, то это, ну, как естество само, то есть, ну, что-то такое вот, то, что всегда было. А здесь уже то, что мы вмешиваемся, и происходят уже не совсем хорошие процессы для природы. Молодцы, отлично. Вам спасибо. Создавалось, да, где-то 2 месяца, и то фольга была. Это бумага. Да, это бумага и фольгированная самоклеющаяся пленка. Да. Тут около 5000 деталей всего. Это, можно сказать, коллективная работа. Мне помогали все мои близкие люди для создания. И дерево в том числе. Очень интересная конструкция. Спасибо. Да, не будем мешать. Это вроде пирамида? Да, это фрактальная пирамида. Символ чего? Ну, я считаю, что символ бесконечности, потому что именно эта пирамида, ее можно увеличивать бесконечно, она будет сохранять свой вид, как она выглядит сейчас. А вот крошки или дерево? Это дерево, оно тоже иллюстрирует собой фрактальное множество. Каждый ряд его умножается вдвое, и получается такая ветвистая крона. Ее тоже можно умножать до бесконечности, и уменьшаться она будет тоже.
тоже там Такая постепенно. математическая модель мира. Ну да, это приблизительное, конечно, не точное, это больше идея, чем настоящий фрактал, но это то, что мне хотелось выразить. Моя работа, она была сделана в рамках дипломной работы для колледжа искусств. Это фрактальная пирамида, она сделана из бумаги. Тут около 5000 деталей. Уважаемые гости, можете внимание. Первое, что я хочу сказать, я благодарю вас, что вы посетили нашу выставку. Мы очень сильно старались, и спасибо вам большое. В этом уголке предоставлены 8 разных художников. Одна тема – душа. У каждого художника она по-разному раскрыта. Что-то где-то художник говорит о своем, где-то работы вам могут показаться мрачноватыми, где-то слишком яркие, где-то слишком тухлые. У каждого человека свое представление о человеческой душе. Я вам хочу рассказать немножечко о своих работах. Можно? Мои работы имеют один единый смысл. Это воспользуйся своим ключиком. То есть мои работы связаны с ключом и замками. Вы можете вот так посмотреть с краешку. Вот там есть одна работа. Вон там, если отойти. И самая основная, вон та работа. Вы можете потом к ней подойти и ее рассмотреть поближе. То есть ключ и замки имела такую символику двойственной природы. С одной стороны, ключ символизирует процесс освобождения, откровения, свободы, а с другой – нечто сакральное и таинственное. У каждого из вас есть свои цели, мечты, и каждый из вас, из них должен быть свой ключик. И только вам решать, открыть замок или наоборот, закрыть его. Символизм ключей довольно многогранен. Это и познание смысла человеческой жизни, ее натуры, талантов. Наверняка у вас есть свой ключик к счастью, богатству, здоровью. Открывать их нужно осознанно, потому что есть обратная сторона ключей. Это бедность, это горе, это нищета. Поэтому важно научиться ими управлять, и тогда вы получите свое. Но даже если вы получили желаемое, но вы не почувствовали этих эмоций радости, то это тоже нормально. Тем интереснее жизненный путь, что вы открываете для себя что-то новое. Спасибо вам большое. А можно вас ответить на вопрос, где вы черпаете идеи для своих работ?
Чайковского. Это цикл о взаимодействии нашего внутреннего мира, связи, как мы его сублимируем, чтобы понять себя внутри, как мы видим окружающее, и в конечном счете, как мы воспринимаем свой внутренний мир. Наши подсознательные мотивы, и здесь история о том, чего мы действительно хотим, но как мы можем это оживить в реальном мире за счет наших желаний. Скажите про технику, из чего это фотография? Это фотография, обработка. Вы фотографируете на пленку? Нет, это обычно Canon. Вот здесь не все видно, но персонаж держит в руках стекло, на которых держатся сами бабочки, но они не оживленные. То есть он смотрит на них и пытается оживить, но за счет того, что и глаза, и бабочки, и все вокруг кажется таким каменным, находится состояние упадка, но все-таки надежда есть, ведь за счет наших стремлений все можно оживить и реализовать наши цели. А это ваш портрет? Нет, Нет, очень похоже. Очень приятная художница, которая помогла мне в реализации этого, ее зовут Злата. Мы очень похожи, и поэтому я решила выбрать ее. А эти работы выполнены специально к проекту или у них есть Так бэкграунд? совпало, что я находилась в состоянии поиска себя, и данный проект помог мне еще подтолкнуть для того, чтобы реализовать эту съемку и саму идею. Подписано Чайковского. Как вас можно найти? В Инстаграме Чайковского. Наша выставка называется «Throw». «Throw» в переводе с английского переводится как «горло» или «предлог благодаря». Почему именно такое название? Потому что горло – это орган, который отвечает за наше самовыражение, наш голос в этом обществе и прочее. И как раз-таки эта выставка дает возможность молодым художникам показать свои работы, творения, картины, фотопроекты, перформансы, музыку. Кому-то первый раз выставиться, просто дать возможность выразиться. Чем наша выставка вообще отличается от других выставок? У нас пространство обыгрывает картины, обыгрывает фотопроекты и полностью взаимодействует со всеми органами чувств зрителя. Что вообще зритель, по-вашему, поставит после просмотра? У каждого будет свое. Кому-то откликнется первая, допустим, экспозиция, кому-то последняя. Я не беру на себя ответственности за чувства и конечные мысли зрителя. Он сам выбирает, что ему думать.